Организация тюркских государств приняла общий татарский алфавит всем. По клипам создается впечатление, что у двух башкир Разный туганьяк. разные туганьяк, разные родины. Я всегда объясняю, что Башкортостан и Татарстан — это государство, так написано в Российской Конституции. Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар, всем привет! И сядьмесь, это Айда подкаст. Меня зовут Айнур, и я учу татарский. Меня зовут Римма, и я учу татарскому. В нашем подкасте мы учим татарский по новостям. По новостям, по мемам, по песням. И у нас первая рубрика «Учим татарский по новостям». Новости мы читаем с сайта Азатлык Радиосы. И вот первая новость. Түрки дәүләтләр оешмасы уртак төрки әлифбаны кабул итте. Ну, я по традиции перевожу заголовок. Тюрки — это тюркские. Дәүләтләр оешмасы, дәүләтләр государства. Да. Түрки дәүләтләр оешмасы, организация тюркских государств. Уртак Түрки, уртак — это средний. Уртак Түрки әлифбаны, средний тюркский алфавит. Кабул это приняли. Уртак. Урта тугель, уртак. Общий. Общий. Организация тюркских государств приняла общий татарский алфавит всем. Вот они собрались без татар, да, там же Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Турция, 6 стран. И они такие типа, ну, будем на татарском. Наконец-то у нас приняли общую татарскую латиницу, а то сколько уже можно спорить. Түрки дәүләтләр оешмасы уртак төрки әлифбаны кабул итте. Организация тюркских государств приняла общий тюркский алфавит. Тут, кстати, нет пометки, что на латинице. Но следующая новость как раз про какие-то нюансы. Кыпчак телләрендә киң таралган үе авазын алып атканнар. Уртак төрки әлифба каршылыклар уятты. То есть не все там просто. То есть букву «В», которая есть в многих кыпчакских языках, то есть это татарские, башкирские и казахские другие, «В», ну, W, да, «В», то, что мы говорим «Овул», «Ватан», его алып атканнар выбросили, и уртак түрки әлифбә каршылыклар уятты, побудил в людях противостояние? Противоречие. Да. И реально нету буквы «В» теперь? Да. И к чему будут заменять? Вот, например, мы, татары, перейдем на этот уртак түрки әлифбасына. Как мы будем писать слово «аул», знаешь? То есть W все, нету буквы. W все. Но я тоже видел примерно вот проект алфавита, там вроде как все заман алиф 2, то есть умлауты, вместо А с двумя точками только Э. Х, X есть? Есть, пока есть. X есть, ну и Н наш есть, да? Ж мы используем просто С, ну то есть вроде все для татар подходит, кроме W получается. Здесь противоречие, а где-то наоборот что-то общее, хоть и соревновательное, праздничные. Это новость про то, кстати, как раз сейчас прочитаю. Казахстанда бишинче күчмә халыклар уеннары узды. В Казахстане бишинче 5-й күчмә халыклар уеннары узды. Прошли игры народов. Күчмә — это, видимо, кочевое слово, күчерге, переходить, да. Переезжать. Одним словом, как назовем кочевые народы? Кочевники? Да. Номады? Да, тут про то, что в Казахстане прошли 5-е игры кочевников. Перейдем ко второй новости. Давай. Элвин Грей танылган туганьяк жері урысча жырлый башлаган. Я эту новость уже видел, она меня, как говорится, дико бомбит. Ну, переведем. Элвин Грей танылган туганьяк жырын. Танылган известную туганьяк жырын песню урысча жырлый башлаган. Начал петь по-русски. Но там даже же контекст не в том, что он начал петь ее по-русски, а вот как он выпустил ролик, да, то есть там с флагами на фоне... На фоне российского флага, на фоне церквей. Элвин Грей, он же Радик Хилякшин, поет «Дом родной» на русском языке, то есть к тому, что это на русском языке вопросов нет. А есть вопрос, где у человека дом родной. Например, еще один башкирский джигит, надо сказать. Сын Фаиля Алсынова тоже выпустил клип на башкирском языке, где он поет про своего отца.
атайым, балаларым теңеп яшаю. По-моему, по клипам создается впечатление, что у двух башкир Разный туганьяк. разные туганьяк, разные родины. Меңнәгән халык йылды, атайымды якларга, яклап калып булманы шул күптәр инде синдән дә, атайымды ебәрегез. Перейдем к еще одной грустной новости. Серьезной грустной новости. Новость третья. Жыршы Зульфия Камалова вафат булган. Да, я думаю, здесь даже не нужно переводить. Певица Зульфия Камалова ушла из жизни. Хотя вот конструкция Вафат Булган, она где-то вот в определенных местах используется. У нас же есть еще просто ульде. Да, То есть Вафат Булган именно как ушла из жизни, такая более вежливая. да. Можем еще сказать просто вафат. Зульфия Камалова вафат. То есть сообщаем новость, что человек ушел из жизни. Мы уже много говорили про Зулю Камалову пару подкастов назад. На самом деле мы все очень верили, что Зуля победит в этой борьбе. Очень печально, что так не случилось. Это большая потеря для татарской культуры. Давай просто почитаем абзац из статьи, где приведен текст последнего поста Зули. Мин өмет һәм өметсезлек арасында яшим. Әмма сөенечләргә игътибарымны юнәлдерергә тырышам. Матур истәлекләрем белән яшәргә тырышам. Миңа күп калмады дип чамалыйм. Шуңа әйтегез, ярату, мәхәббәткә игътибарны юнәлдерик. Мин сезне яратам, бер-беребезгә ихтирамлы булыйк. Я переведу. Мин өмет һәм өметсезлек арасында яшим. Я живу между надеждой и безнадежностью. Әмма сөенечләргә игътибарымны юнәлдерергә тырышам, но стараюсь обратить свое внимание на радости. Сөенечләр, это радости. Да. Сөенечләр. Матур истәлекләрем белән яшәргә тырышам, пытаюсь жить с красивыми воспоминаниями. Миңа күп калмады дип чамалыйм. Я думаю, что мне осталось немного. Шуңа әйдәгез, ярату, мәхәббәткә игътибарны юнәлдерик. Поэтому давайте в любовь, свое внимание направим на любовь. Да. Мин сезне яратам, я вас люблю, бер-берегезгә ихтирамлы булык. Будем друг другу, Будем уважать друг друга. будем уважать друг друга. Я бы хотел посоветовать еще материал, который вышел на Айда онлайн. Там несколько песен Зули с разбором. И вот в этом материале очень хорошо понятно вообще, то есть личность какого масштаба в плане и творческом, и просто мы потеряли. Мин уйлаймын, Австралияда аңлатсам да сүзләрен, җырларның, алар кайчагында башка кирмәй кешеләрнең, алар бит йөрәкләре белән тыңлыйлар. Мин дә шулай, мин кайчагында телне аңламасам да, миңа җырны шатам. Шуңа күрә мин беләм инде, ул җырында моң, матурлык булса, эмоция булса, ул йөрәккә керә. Это рубрика «Окей, Рима», где я задаю вопросы Риме. Я вот с чем сталкивался, что-то не понял по татарскому языку, вот все у тебя спрашиваю. Итак, появился новый виртуальный татарский рэп-артист. Это что-то типа как Глюкоза в первые, ну вот в начальные годы, когда есть мультяшный персонаж, что-то типа вот Гориллас, и она поет татарский рэп. Это делает Yummy Music, как я понял. Да вот, послушаем песню, которая называется «Койт». У нее сейчас вышло 2 песни, «Койт» и «Кохарман». И там есть такая строчка. «Вотансыз тәңре балалары». Вот что это значит, Рима? Мне показалось, что это Айгель поет. Вот пишут некоторые, да, сравнивают, но вроде бы нет. Ладно, пусть будет Кахарман. Красивый псевдоним. Как, кстати, переводится? Герой? Герой. Угу. Тут, наверное, героиня. Героиня. Там же, говоришь, глюкоза. Там у нее, кстати, есть живое выступление было, по-моему, на Дартфесте, и там это есть девушка, то есть у нее есть какая-то оффлайн версия. Угу. Выпустили электронную версию на флай. Окей. Ватансыз тәңре балалары. Очень сильное выражение. Тәңре балалары — это дети Тәңре, то есть Божьи дети. А ватансыз без родины. А вот смотри, Тәңре — это именно вот в плане бог, или Тәңре именно конкретный бог, который вот еще доисламский? Какой тут имеется в виду? Или как вообще татары это используют слово Тәңре? Это у автора надо спросить, что он имел в виду, потому что где-то Тәңре используется вообще без
умысла, без религиозного подтекста. То есть как ходай. Да, как ходай. А где-то человек, наверное, настаивает, что он тенгрист, то есть язычник. Есть современные тоже тенгристы, ты в курсе? Неотенгрианство, да, конечно. Тенгрищеляр. Я. Мгм. То есть автор, наверное, имел в виду, что Аллах, Ходай, Тенгри, как татары любят называть Бога. Следующий вопрос. Видела ли ты в ролик у Дудя, куда пришел Артемий Лебедев и назвал Татарстан светским государством? Татарстан — светское государство. Я почему спрашиваю? Потому что в интернете, как только называют Татарстан государством, вообще начинается просто какая-то вот Татарстан разве государство? И, например, недавно увидел такой рилс, там женщина говорит, типа, мне там что-то там карты или звезды нашептали там самые безопасные страны мира. Самая безопасная Россия, Туркмения, Азербайджан, Казахстан, Башкортостан. Это там такие-то страны, и Башкортостан. И в комментах просто Башкортостан не страна, еще что-то. Я всегда объясняю, что Башкортостан и Татарстан — это государство. Так написано в Российской Конституции, так написано в конституциях республиках. Это государство в государстве, просто чтобы вот, закрыть тему. Мой вопрос. Как сказать... Как получить ВНЖ? Как получить ВНЖ в Татарстан, да, эти все приколы. Чем отличается Иль от Даулет? Вот у нас есть у татар слово Даулет, вроде государство, но есть Иль, страна. Можешь вот внести какую-то Даулет ясность? Это уже юридический термин. То есть даулет — это уже государство, даулет-шелик — государственность. Да, в Конституции прописано, что Татарстан — это суверенное государство. Артемий Лебедев в какой-то веке прав. Придется посмотреть это интервью. А учитывая, что он, помнишь, когда несколько лет назад там записал ролик, где татары все взбаламутились, в том числе мы, где он там просил обратить внимание на Татарстан, чтобы мы типа там слишком самостоятельные стали. Да, умеет этот Артемий Афенде зажечь огни в сердцах. Иль мы можем назвать, не знаю, там, сказочная страна, Экети Иль, Туган Иль. То есть это менее официально. Ты можешь даже свою деревню назвать каким-то Иль. А Даулет — это уже у тебя должно быть какой-то полномочия называться Даулет. Окей, ну Татарстан даже Даулет. Да, Татарстан. Татарстан это Даулет. Татарстан Даулет. Республика. Окей, следующий вопрос тоже про Дудя. В выпуске Дудя с Раевским вспомнили башкирский город Стерлитамак. И нашим главным врагом был Содовик из Стерлитамака. Садовик. Но... Содовик? Да. Окей, я называл Садовик, окей. Сода, Стерлитамак, Кстати, да. да, короче, там Башкирский большой город Содовик, Стерлитамак, да. Ты была в Стерлитамаке? Нет. Ты знаешь, что значит Содовик? Ёк. Ты слишком часто смотришь Дудя. Вот что я поняла. Я смотрю те выпуски, где упоминается Татарстан или Башкортостан. У тебя какая-то напоминалка стоит, уведомление. У Дудя вспомнили про Татарстан. Не, такой, да. Содовик, от чего это? От слова сода? Да, а многие просто путают садовик от слова сад. Так вот, от слова сода. И у меня возник вопрос. А как на татарском сказать сода? Это вот настолько, это башкирское, да, то, что это в каждом магазине вы увидите эту соду из Башкортостана. Но башкирская рядом татарская, и как будет, на татарском? Я никогда об этом не задумывалась. Мы всегда читали по упаковке, называли содой, но там написано пищевая сода. Угу. Знаешь, как мы называли? Чай судесы. Чай содаса? Судесы. Вы еще добавляли туда эту татарскую гласную? Да. То есть не аш судесы, не что-то другое, а именно чай судесы, хотя в чай его не добавляют. Казак. Может, потому что было с песком? Ассоциация. Нет. А есть такое, что еще у некоторых татар сахар называют песок? Писюк. Песок. Пишет барба? Конечно. Пишите в комментариях, кстати, если в ваших краях сахар называют писюк. Перейдем к следующей рубрике. У нас квиз. Айнур, слышал ли ты про игру Кук-Буре? Серый волк? Да. Означает серый волк или синий волк. У татар есть такая забава, и это очень древняя игра. Вопрос. Как думаешь,
В чем ее суть? Вариант А. Гоняться за волком и убить его. Вариант Это детская игра, кто вспомнит больше тюркских народов. Кугури. Ага. Вариант Б. Кто громче будет выть. Я считаю. 3, 2, 1. Ну, я думаю, что это шуточная игра, где нужно догнать волка и убить его. И убить его? Ну да. Да, так и есть. Зачем ты такое сделала? Типа, и убить его? Чтоб ты засомневался. Ну, я не играл в эту игру, я просто как бы, методом исключения. Ну, то есть там, наверное, какая-то типа салка, где ты догоняешь, задеваешь, и типа условно ты поймал кугурыны. Потом тащишь его шерсть, да? Ну, двельки, казак. Окей. Кстати, вы можете пройти полный тест по татарским играм. Айда онлайн. Очень веселые вопросы про почти уже забытые народные игры. Ответ на один вопрос вы уже знаете. Икенче сұрау. Что на татарском значит инде? Я буду считать. 3, 2, 1. Инде значит, уж. Так уж, шула инде. Так уж. Инде. Инде? Шула уж инде. Это точно не из Казани. Почему? Там любят говорить уж. Вместо инде. Ну, просто да. Инде. Ну, правильно? Да, тут не такое уже мудрое слово. Переводится как уж, уже. Айда онлайн дала текст, инде. Потому что там есть как раз про непереводимые или сложно переводимые татарские слова. И это одно из самых легких слов из этой подборки. Следующий вопрос тоже из этой подборки. 3 вопрос. Угу. У нас 2 очка. У Угу. тебя 2 очка. Угу. Молодец. 3 вопрос. Что на татарском значит кот? Не паси. Паси тугель. Кот. 3, 2, 1. Кот интересное очень, очень слово. Я знаю, потому что, татары говорят «кутышты», и дословно переводит, насколько я понимаю, «вылетела душа». Или мы говорим «котлым», «котлобулсан». И не мы, кстати, многие тюркские народы. И вот насколько я помню, как мне объясняли, кот — это одно из вариантов слова «душа». И поэтому, типа, котлым как будто бы от души, типа. Тут не 1 очко, тут сразу 5 баллов. Вау. Потому что редко кто может прям сразу столько слов. А знаешь, кстати, благодаря чему? В 2022 году я побывал на выставке каллиграфа Айзата Минхажи в Набережных Челнах. И эта выставка, знаешь, как называлась? Кот. Так и называлось? И я такой, а почему кот? Да. И вот мне тогда все это объяснили. И у него есть картина «Кот», и поэтому я вот теперь знаю, что такое кот. Ладно, хорошо. А хорошо, что называлось кот, а не как-то по-другому. Ты прав, что татары поздравляют «Кутлы булсын», «Туган күнең кутлы булсын», «Яңа ел кутлы булсын». То есть кот означает и душа, и счастье. То есть счастье, данное или небесами, или какими-то высшими силами, или Тенгри, про которого мы недавно говорили. Кот очень хочет, значит, страшный, уродливый, такой страшный, что душа может улететь, как по-русски говорят, улетела, душа ушла в пятки. Хотсос. Хотсос значит, как будто нет души, то есть тоже страшный, тоже пугающий. Или, например, про дом могут сказать «Үйнең коты югалды», то есть пропала какая-то душевность, какая-то красота в доме. Обычно так говорят, когда теряют, например, какого-то близкого человека, который был душой этого дома, душой этой компании. У нас финальная рубрика этого выпуска «Без татарча сөйләшәбез». И в этот раз я предлагаю обсудить татарский интернет. Тем более, я как-то тебе говорила, что мне не нравится татарский блогинг, мне не нравится татарский интернет. И предлагаю тебе переубедить меня вот в этой теме. Тем более я знаю, что ты подготовился. Начнем? Да, и все будет на татарском языке. Ну и, соответственно, если у меня будут ошибки, Рим будет меня исправлять. Будем обсуждать на татарском. Татарский блогинг. Римма, мин беләм сиңа татар интернеты ошамы. Һәм мин әзерләдем Reels, татар интернеттан табып, һәм сиңа күрсәтәм. Сиңа ошаса, ошамаса, берәй хаталар тапсаң, син әйтерсең.
Бу жер кыз би Казан монараларында Манзараларында. Монара. А там есть манара? Башня? Юк. Ну, тогда манзара. Виды. Монзараларында, әйе. Киттек. Да хаталар күрдем. Титрларда инде, субтитрларда. Һәм хәзер Римма мин аңлыйм. Татар блогерларын татар теленә өйрәтә. Римма, ну ничек сиңа? Белмәйм, татар блогерлары ризамы татарча өйрәнергә. Кыз матур, дөрес әйтәсең. Миңа әлбәттә хәреф хаталары күзгә ташланды. Ниндиләр? Әйдә төзәтәбез. Ага. И хәрефе дип язылган. Мин үзем Кахва сүзе. мин шундый кахва фанаты буларак, миңа кахва сүзенең язылышы күземә ташланды. Ягъни без аны кахва дип язабыз татарча. Һәм анда бер момент бар иде, кебек уенда дигән. Әлбәттә, мин аңлыйм, шигырьдә, җырда безнең сүзләрнең урыннарын алыштырырга була. Инверсия. Җөмлә тәртибен саклау мәҗбүри түгел, ләкин бу очракта бу мәҗбүри түгел дигән кагыйдә түгел, ягъни уенда кебек дип әйтергә кирәк. Чөнки без мәсәлән русча әйтмибез бит днём рождения с дип. Шуңа күрә монда да урын тәртибен сакларга кирәк. Сез комментарийларга языңыз. Сезнең өчен кебек уенда нормальмы бу? Я уенда кебек. Яки шыктым аркылы күперме? Бу шыктым аркылы күпер дигән фраза теге непереводимые слова на татарском языке подборкасында бар. На этом все. Спасибо, что досмотрели наш выпуск до конца. Если вам понравился выпуск, поставьте лайк, подпишитесь, оставляйте комментарии. Перед тем, как закончить, хотим ответить на несколько комментариев из прошлого выпуска, даже не из Ютуба, а из Телеграма. Нам очень понравилось, что вы обратили внимание на слово «мех». Мы говорили, что в татарском языке нет слова «шорты», нет слова «мех». На самом деле, конечно, есть. Где-то используют слово «мех» без перевода. Кто-то переводит «йон», но это не совсем правильно, потому что «йон» — это шерсть. И нам очень понравился комментарий, что есть слово «курек», но мы не стали переводить это слово, потому что его редко используют. Редко кто из татар использует это слово в значении «мех», но это не значит, что его нет. Спасибо за то, что напомнили, за то, что объяснили. Да, есть слово «курек», «мех», и у него еще очень много других значений. Есть значение «красота», есть значение «курок», то есть «курек кабас». А как будет меховой курок тогда? Курек-ле-курек? Курек-ле-курек. А как будет меховая шапка? Пурек-ле-бурек. Фурек, да. Курек-бурек меховая. То есть спасибо нашему комментатору, кажется, его зовут Эд, в Телеграме, за то, что он досмотрел выпуск до конца, прокомментировал, оставил такой полезный подкаст. То есть мы не только учим татарский. Мы не только учим татарский в подкасте, мы еще в комментариях можем пойти еще что-то узнать. Да, еще в комментариях можно узнать что-то полезное. Поэтому, если вы что-то там хотите рассказать, пишите. Да. Нам приятно, вам, надеюсь, тоже. Вот, на этом все. Да. Подписывайтесь на наши соцсети, изучайте татарский язык в легком ежедневном формате в наших соцсетях. С вами были ведущие подкаста Римма. Хамайнур. Сау булыгыз. Сәләмәт булыгыз. Кахва эспрессо эчегез. Әйдә подкаст. Учим татарский.